Владимир Валерьевич, позвольте поздравить вас с назначением на высокий и ответственный пост премьер-министра Республики Абхазия и поблагодарить за согласие на интервью Государственному каналу. Возможно, что рано пока сравнивать новое правительство с предыдущим или предыдущими правительствами в контексте конкретной деятельности, но сформулировать какие-то характеристики нового правительства, думаю, возможно. У вас очень большой опыт работы в правительстве, и хочу спросить, на какие характеристики или моменты, скажем, да, или особенности данного правительства, вашего правительства вы хотели бы обратить внимание уже сегодня? Добрый день, Елена Шотовна. Спасибо за поздравления. На самом деле состав нынешнего правительства несколько отличается от предыдущего. Ну, наверное, прежде всего тем, что в этом составе правительства есть новые молодые люди, при этом уже имевшие опыт работы в государственных органах власти и, естественно, зарекомендовавшие себя очень хорошо. Именно на основе этих критерий и подходов подбирались кандидатуры для представления главе государства на утверждение их на эти высокие государственные должности. Вот такой подход был предложен мною, после чего главой государства проводились, соответственно, консультации, переговоры с каждым кандидатом на пост руководителя, ну и, соответственно, потом принималось решение. Кабинет министров полностью и вся команда кабинета министров полностью готова к активной работе, чем мы и сейчас занимаемся. Перед нами стоит главная цель – обеспечить возможности в государстве для социально-экономического развития более быстрыми темпами. Поэтому сегодня все члены правительства, руководители других ведомств готовят предложения по стратегическому планированию своей деятельности на среднесрочную перспективу. На мой взгляд, это тот документ, который должен охарактеризовывать, что мы будем делать сегодня, завтра, послезавтра. Говорят, у всего есть начало. Новое правительство и премьер-министр работают пару месяцев, совсем немного. Но, тем не менее, хотелось бы сформулировать главные задачи, которые стоят перед вашим правительством в порядке приоритетности и сложности. Пожалуйста. Ну, говоря о главной цели по достижению темпов роста социально-экономического развития, естественно, главной задачей именно перед правительством стоит динамичное развитие экономики, укрепление социальной сферы, благополучие населения, повышение качества жизни. В социальной сфере очень важные вопросы, которые требуют продолжения развития, к примеру, в сфере здравоохранения, культуры, образования, окружающей среды. Несомненно, очень важна позиция по правоохранительной деятельности. Вот главные задачи по укреплению страны вот в этих направлениях. Если мы сможем, а мы обязательно это должны сделать, и я убежден, что мы это сделаем, если мы приведем к росту качества оказания государственных услуг в этой сфере, то мы добьемся больших результатов. И тогда можно будет спокойно говорить о динамичном развитии, уже о стратегическом развитии на более долгие периоды. Ну, на самом деле так много проблем в стране перед правительством, значит, что выстроить иерархию приоритетности тех или иных проблем достаточно сложно, потому что получается, что приоритетно все, да? Вы начали с экономики. Разумеется, приоритетные направления выделены. Я, наверное, о некоторых скажу. Ну вот, к примеру, главной задачей сегодня стоит в том числе и модернизация и совершенствование энергетической отрасли и всего жилищно-коммунального хозяйства. Мы, разумеется, все, очевидно, понимаем, что сами эти отрасли существовать и развиваться не могут без поддержки. И поэтому мы точно понимаем, что здесь нужен ответственный подход к развитию этих систем. Дело в том, что
сегодня наше преимущество как государство, что регулирование тарифов в этих системах осуществляется государством. И если мы будем продолжать относиться также к энергетике, к сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе, если так сказать более предметно, в энергетической отрасли продолжать подключаться незаконно, значит, несвоевременно, либо вовсе не платить за эти услуги, то мы это наше преимущество просто растеряем. Я правильно вас понимаю, что энергетика, хотя сейчас лето, проблем сейчас с электричеством, слава богу, нет, и поэтому летом простые граждане, мы вот забываем о тех трудностях, которые мы пережили, скажем, зимой и в начале весны, вот, да, значит, энергетика самая головоломная вообще проблема для правительства. Самая головоломная. Именно так, Ирина Шотовна, совершенно правильно вы сделали акцент на это направление. Это ключевая задача, которую надо решать вот срочно. Дело в том, что энергетика сама по себе – это кровеносная система для экономики, для социальной сферы через развитие системы образования, здравоохранения, ну, в конце концов, тепла в домах. Это же важные направления. Если мы там не будем менять ситуацию к лучшему, то мы ничего хорошего не сможем Вот ту информацию, достигнуть. которая вот мне доступна все время, да, мы занимаемся информацией, да, вот несмотря на то, что лето более или менее благополучное, особенно в плане электричества, правительство не расслабилось, не дремлет и готовится к осени. Да, я хочу подчеркнуть именно вот эту часть вашего вопроса, связанная с энергетикой. Глава государства предметно обозначил позиции по тому, что нужно в обязательном порядке работать в этом направлении. Мы, несмотря на то, что у нас сегодня и приток более-менее хороший, и, как говорится, холодов нет, да, ну, сезон вот летний, мы абсолютно не расслабляемся. Мы собираемся сделать несколько шагов, которые снизят риски уже к зиме, во всяком случае, по энергодефициту. Ну, нетрудно вспомнить прошлый год, как все было сложно, сурово, как мы всей страной, значит, бросились искать средства для того, чтобы у нас в стране был свет. Ну, откровенно говоря, это в том числе и в ущерб наших там государственных программ, каких-то тоже важных расходов. Я себе, откровенно говоря, сложно представляю, что было бы, если бы нам не оказали поддержку наши коллеги из Российской Федерации. Вот, там, предоставив нам гуманитарный переток. Это вообще был бы страшнейший коллапс. Мы бы, наверное, сегодня не разговаривали бы ни о туризме, ни о сельском хозяйстве, ни о каких-то инфраструктурных проектах и развитии страны. Было бы сложно. Еще мы долго бы с этой ситуации выходили. Но теперь это должно нас научить. И к осени какие-то превентивные меры уже будут сделаны для того, чтобы не испытать еще раз этот шок. Очень рассчитываем. Хотя сложно все понимаю. Мы сейчас занимаемся, еще раз повторюсь, мониторингом, значит, ну, предпосылок к тому, что у нас, конечно же, дефицит будет, но как можно меньше его должно быть. Различные формы, значит, предпринимаем. Они и раньше, разумеется, принимались, но и сейчас мы хотим продолжить. Первое, конечно же, это у нас должна быть налажена дисциплина по оплате за электрическую энергию. Это очень важнейший аспект. Дело в том, что здесь настолько несправедливая ситуация. То же самое, откровенно говоря, и в налоговой системе у нас происходит. Дело в том, что за счет средств добросовестных плательщиков мы оплачиваем всем. Так не должно происходить. Еще причем в ущерб себе. Ну, разумеется, незаконное подключение к энергетическим сетям, майнинг криптовалюты, мы часто об этом говорим, до сих пор мы видим, что есть такие случаи, несмотря на то, что очень активно занимаются правоохранительные органы по
выявлению, изъятию, Да. значит, в этой сфере оборудования, и Государственный таможенный комитет. Все равно есть у нас еще над чем работать, есть еще большой потенциал. Очень рассчитываю, что в этой сфере ситуация в этом году должна быть намного лучше. Еще одной ключевой задачей, естественно, стоит вовлечение земли в оборот, в том числе хозяйственный оборот. Но мы все прекрасно знаем о том, что одно из самых больших достояний нашего народа – это земля. И управлять ей, распоряжаться ей, конечно, нужно весьма ответственно, да. Планируем в целях социально-экономического развития, вовлекая землю в оборот для создания новых предприятий, новых рабочих мест, вот, что приведет, разумеется, к снижению безработицы. А каким способом? Вы хотите с помощью администрирования по земельному налогу, в смысле в части земельного налога? Нет, здесь речь идет не о части земельного налога. Дело в том, что цель наша стоит, чтобы благосостояние, ну, конечная цель стоит, в данном случае благосостояние народа, да, увеличить и, соответственно, развивать сельские территории. Вот что важно. Вот, у нас большой уровень, ну, высокий, небольшой, высокий уровень урбанизации за последние 10-15 лет. Дело в том, что никогда в нашей стране не было практически поровну населения сельского и городского. Всегда сельского было больше. Вот, над этим надо думать, создавать условия для развития экономики, для развития социальной сферы, естественно, нужно и в сельских территориях. Вовлекая землю в оборот, в том числе для вот этих целей создания предприятий, в том числе в агропромышленном комплексе, при этом создавая конкурентную среду по выпускаемой продукции, ну, естественно, и обеспечивая ежегодные повышающие потребность в сельхозпродукции. Это очень важно, но для достижения этих целей нам необходимо понять, сопоставить прежде всего документы с реальностью по земле, имеется в виду, где она используется, как она используется. Разумеется, после этого принять необходимые меры, в том числе ужесточить меры по переводу земель из одной категории в другую. Да. Вот для этих целей в правительстве будет принято решение по проведению контрольных мероприятий у землевладельцев по использованию земли, которые им предоставлены по целевому назначению. Здесь важно понять, чтобы мы видели конкретную цель, о которой я говорю, чтобы она была быстрее достигнута в этом смысле. Эти контрольные мероприятия проводились и раньше, ну и мы их сейчас продолжим. На основе результатов, разумеется, будут сделан анализ, выводы будут сделаны, потому что у нас иногда, ну, у нас, чтобы так не происходило, мы земли сельхозназначения начинаем переводить в земли другой категории, да, и при этом активно начинаем говорить о развитии сельского хозяйства. Здесь, конечно, и такие вещи тоже должны быть, но нужен баланс, да, соответственно. Согласна. Да, поэтому мы вот хотим сейчас, не хотим, а обязательно сделаем, проект решения готов уже, сейчас в ближайшее время будет подписан, обязательно будет создана масштабная комиссия с представителями, значит, должностных лиц со всех районов, ну и будем, естественно, смотреть, как используются земли, которые предоставлены для того или иного назначения. Вот исходя из того, что говорите и как говорите, мне кажется, что вот для вас, как для премьер-министра, будет важно поменять темпы работы правительства. Как бы скорость, другую скорость придать принятию решений, там, каких-то действий и так далее, и так далее. Вот какая-то другая скорость, другой темп, наверное, нужен. Ну, дело в том, что если увеличиваешь скорость, или, как вот вы правильно говорите, темп принятия решений, самое главное, насколько они качественные, эти решения. Вот что важно. Вот нас что больше всего беспокоит. Решения, конечно, можно принимать, но если они не приносят результаты, а только наводят какие-то не особые изменения или приводят к не особым изменениям, этого, наверное, мы не должны делать. Вот вы говорили о приоритетах, задач приоритетных, которые стоят перед правительством, начинали с экономики. Хочу вернуться и задать вот следующий вопрос. Всякие экспертные оценки и так далее вот говорят о том, что особенно это касается, конечно, оппозиционных
оппозиционной среды, вот не важно, кто когда находился или находится в оппозиции и так далее, часто говорят, звучит вот такой вопрос, что вот власть, правительство, что работает без экономической программы, и что типа того, что это казус и так далее. Вот скажите, такая претензия со стороны экспертов, может быть, да, экспертного сообщества или оппозиции. Насколько она обоснована, такая претензия? На самом деле однозначно говорить о том, что власть неважно, да, в какой период, да, мы же об этом говорим. Да. После войны все эти неважно, годы. Да, совершенно верно, что власть работает без программы. Да, однозначно говорить с наличием программы, либо без нее в сфере экономики. Ну, так однозначно, наверное, судить не стоит. Дело в том, что государственная политика в сфере экономики – это ключевая задача любого государства и основное направление в деятельности государства. О том, как будет эта политика экономическая проводиться, как она будет развиваться, зависит от различных факторов и многих объективных причин. Дело в том, что это различные суждения, различные экспертные оценки. Конечно, государственная программа, она наверняка выстраивает четкие, понятные приоритеты, направляет, двигает, как говорится, человека, который принимает эти решения. Это, конечно, все важно, но хотелось бы сказать, я не отрицаю наличие государственной программы, я сейчас позже скажу, какая в настоящее время реализовывается, но в любом случае государственная программа, а самое главное, ее результаты подвергаются экспертной оценке. И вот на протяжении экспертная оценка, причем не по окончанию государственной программы, а в течение исполнения ее. И еще раз повторюсь, однозначно говорить о том, что да, вот не было государственной программы все эти годы, не было государственной программы, были оценки, принимались решения, соответствующие в этой сфере, в экономике. И мы сегодня наблюдаем, в частности, достаточно хороший темп роста практически всех экономических показателей в нашей стране. А что касается нынешнего времени, здесь у нас принята и реализуется государственная программа. Государственные программы принимаются только главой государства. Принята государственная программа социально-экономического развития на период 22-25 годы с определением конкретных механизмов, подходов, источников финансирования и, что самое главное, это с достижением ключевых показателей. Причем в этой государственной программе, если говорить о конкретных внутренних аспектах, то, соответственно, финансовое обеспечение этой программы осуществляется на уровне софинансирования абхазской и российской стороны. Конечно, российская финансовая помощь в реализации этой программы очень важную роль играет, значимую роль играет. Дело в том, что мы прекрасно видим, что там софинансируются различные социальные наши расходы, софинансируются расходы в сфере правопорядка, расходы по поддержке экономики отчасти ложатся на абхазскую сторону, по развитию в агропромышленном комплексе ложатся на абхазскую сторону, по поддержке субъектов предпринимательства на абхазскую сторону. То есть здесь выбраны механизмы, то, что может сделать страна самостоятельно, и то, что мы сможем сделать с помощью наших коллег из Российской Федерации через предоставление российской финансовой помощи. Вот как вы думаете, все же, мне кажется, что нужен такой внятный долгосрочный план развития. Каковы будут ваши усилия? Долгосрочный план развития, несомненно, необходим. И я вот уже в начале нашей беседы говорил о том, что Кабинет министров готовит предложения по стратегическому планированию программы на краткосрочную перспективу. Дело в том, что задавать цели сегодня в условиях, когда у нас все очень быстро меняется, из года в год,
Вот. Конечно, планы, естественно, мы будем строить на перспективу длинную, да, горизонт у нас, наверное, должен быть гораздо длиннее, но сейчас краткосрочная перспектива для нас очень важна, чтобы быстро осуществить маневры, да, и продолжить развивать и социальную, и экономическую сферу в нашей стране такими же темпами, которые они имели в предыдущие годы, в предыдущие несколько лет. Ну, если точнее сказать, вот за предыдущие 3 года с момента начала реализации госпрограммы, потому что до этого времени у нас тоже были определенные сложности. Вы знаете, что развиваться было сложно не только в нашей стране, во многих других. Это были там условия пандемийного, Да. значит, с 22 Ну, года. наше правительство вышло из этой ситуации нормально. Я понимаю, что огромных таких средств для каких-то мегапроектов, возможно, у нас нет и не будет, может быть, в ближайшее время, но все же какие большие проекты планирует правительство в ближайшее время? Большие проекты, серьезные, интересные. Чем вы можете нас обрадовать? Очень хороший вопрос. На самом деле любое государство, оно само по себе, значит, заинтересовано в реализации крупных масштабных проектов, несомненно, в том числе и привлекая инвестиции. Говоря об инвестициях, я хотел бы сказать не только об иностранных инвестициях, а, естественно, вовлекая и сбережения, которые есть на территории нашей страны, и внутренние инвестиции. Причем, что самое важное, государство определило вектор по поддержке инвестиционной деятельности, которая выражена в Законе об инвестиционной деятельности и некоторых других законодательных актах. Разумеется, сейчас необходимо продолжить развивать вот эту инвестиционную инфраструктуру, ну, через такие институты, кредитные организации, элементы обязательно, элементы государственно-частного партнерства. Это органы, которые осуществляют государственное регулирование в экономике. Вот эти компоненты все должны придать импульс для того, чтобы вовлечь инвестиции для реализации крупных проектов. Несомненно, мы сейчас разрабатываем, значит, подходы к мероприятиям по осуществлению масштабных инфраструктурных проектов в сфере транспортно-логистического вот это интересно. инфраструктуры. Да. Ну, если брать, к примеру, транспортную составляющую, конечно, это автомобильные дороги, железная дорога, естественно, это порты, склады для перемещения грузов и пассажиров. Это говорит о том, что государство должно создать инвестиционную площадку. Вот. И инвестор должен прийти и начинать там работать. Разумеется, если не будут нормальные дороги, в том числе железнодорожные пути и другая инженерная инфраструктура, инвестор этим заниматься не будет. Это функция государства. Вот. Государство предоставляет площадку, инвестор начинает инвестировать и получать экономическую выгоду. Но мы прекрасно понимаем о том, что очень много инвестиционных проектов, насколько они масштабные для нашей страны, покажет, конечно, обозримое будущее, но мы любым проектам, конечно, к любым проектам открыты, готовы обсуждать. Вероятнее всего, очень много проектов будут в сфере туризма и гостеприимства. Кстати, хотел бы сказать, что каждый турист в нашей стране – это потенциальный инвестор. А вот объем его инвестиций, это все зависит от того, какую услугу мы предложим. Вот. Дело в том, что туристы, которые здесь находятся, их инвестиции, я их так называю, это средства, которые они тратят, находясь здесь, они оборачиваются несколько раз и дают, конечно же, импульс развития в других сферах экономики. Вот это очень важно. Несомненно, нужно развивать и очень активно сельское хозяйство. Там тоже очень много инициатив и предпосылок. Разумеется, и в этом направлении мы будем продолжать поддерживать инвесторов. У нас очень благоприятный инвестиционный климат.
и поэтому не воспользоваться этим невозможно. Я сказал о некоторых масштабных проектах, которые мы вот планируем сейчас сделать. Ну, об этом мы все знаем, что на территории Абхазии у нас реализуется программа по льготному финансированию экономических проектов. Дело в том, что эти проекты реализуются за счет средств институтов развития или кредитных организаций Российской Федерации с общим объемом на сегодняшний день в 6,2 миллиарда рублей. Это как раз тот случай, когда вот средства банков, да, дают возможность развиваться экономике в целом по стране. Да. Вот это очень важный аспект. Естественно, Республика Абхазия тоже сама по себе при своих возможностях, ну, причем возможностях ежегодно возрастающих, осуществляет мероприятия по государственной поддержке отдельных экономических проектов. Уже вот в этом году программа по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, ее объем вырос более чем в 2 раза. Причем очень характерно, что объединив усилия российской и абхазской сторон, финансовые, я имею в виду, да, усилия с российской стороны, это российская финансовая помощь, а вот с абхазской стороны это собственные средства, республиканская ведомственная программа, вот, составляет 326 миллионов рублей там, по определенным видам экономической деятельности. Это тоже существенная поддержка. Это, как говорится, сигнал о приоритетности республики как государства, да, в какие отрасли оно собирается вкладывать. Та же самая процедура проходит и по программам сельского хозяйства. Нельзя, конечно, и забывать о том, какую роль и значение имеет в нашей стране кредитные организации. Вот если брать уровень 2024 года, то кредиты, предоставленные за счет средств кредитных организаций, тоже превышают 6,5 миллиардов рублей. Ну, там кредиты предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, но тем не менее система работает. Вот и люди, которые получают такую поддержку, да, в виде кредитования, вот среди них, мне интересно, вообще есть люди, которые предлагают сельхозпроекты. Я почему говорю, сейчас вот так глубоко копать, честно говоря, не хотела, потому что у нас с вами сегодня очень много вопросов, но мясомолочные продукты в Абхазии, они в основном завозятся, да, и поэтому вообще интересно, кто-нибудь вообще предлагает создание животноводческой фермы, что-то такое, чтобы мы почувствовали, что мы по-настоящему будем сыты своей продукцией. Ну, пока... Есть такие инициативы или нет? Да, разумеется, есть, и активно реализуется проект в селе Лабра Чимчирского района по строительству молочного завода. Это вот пилотный проект, я так полагаю, который будет примером для многих других инвесторов и для инициатив наших предпринимателей, что в этом направлении необходимо развиваться. Ну, я говорил о ежегодном возрастающей потребности в сельхозпродукции. Да, да. Разумеется, это нужно поддерживать. Да, мы прекрасно понимаем, что там группа риска, ну там риск высокий в сельском хозяйстве, там зависит от многих факторов, начиная с погодных условий, да, начиная с самого качества земли, ну и урожайности может быть не столько, сколько вначале ожидаешь, но все равно этим надо заниматься, это очень важно. В последние годы мы часто обращали внимание на динамику роста государственного бюджета. Вопрос, вот, вообще поговорим о бюджете, об основных каких-то параметрах, но не обо всем. Все объять мы точно не сможем, и в том числе меня интересует вопрос, каков рост собственных доходов бюджета Абхазии в год, в том числе с учетом инфляции. Несомненно, рост доходов бюджета ежегодно у нас на протяжении последних 4 лет
составляет не менее 25% ежегодно. Понимая, конечно, что в этой цифре, о которой я сейчас говорю, есть, разумеется, и уровень инфляции. Но я хочу особо подчеркнуть, дело в том, что доходы бюджета формируются за счет тех видов налоговых и неналоговых доходов, которые тоже влияют на инфляцию. Соответственно, я могу элементарный пример привести, что доля налога на прибыль, это вот прямого налога от прибыли организации, она ежегодно растет. Но дело в том, что когда растет прибыль, соответственно, значит, это естественный прирост, значит, сама прибыль уже, сами расходы уже поглотили эту инфляцию. Вот. Если брать какие-то конкретные цифры, то могу сказать, к примеру, у нас вот 2021 год, это такие особенности, о которых, я думаю, стоит говорить, и как пример, наверное, говорить, не из-за того, что там это вот совсем там 5-летний период, а именно темп роста. 2020 год у нас 4 800, 2021 6 500, 2022 8 миллиардов рублей, 2023 9,8 и рекордный год у нас 2024 12 миллиардов рублей. Соответственно, наличие таких доходов дало нам возможность, соответственно, и формировать, соответственно, новые расходы, те, которые раньше мы, в принципе, не могли финансировать. Да, конечно, ну просто из-за отсутствия средств. Дело в том, что такие показатели, они характеризуются в том числе оборачиваемостью средств бюджета через экономику нашей страны, через отдельные ее отрасли. Мы прекрасно понимаем о том, что бюджет финансирует бюджетные учреждения, но бюджетные учреждения финансируют, как говорится, дальше экономику, потребляя услуги, товары, выполняя работы. Такой темп просто нам позволил значительно, разумеется, увеличить расходы, в том числе капитального характера. Но мы прекрасно понимаем и другое, что постоянный рост капитальных расходов может стать неподъемной нам потом ношей, если эти расходы не решают вопросы или проблемы людей, или если нет от этих расходов экономической выгоды, потому что только направлять капитальные расходы, они обязательно должны иметь обратную связь, обязательно должны иметь эффект. Но дело в том, что направляя средства, к примеру, на ликвидацию последствий стихийных бедствий, мы решаем проблему людей. Вот она решена. Или направляя капитальные расходы, к примеру, на строительство там экономического какого-то объекта там, где есть экономика, то, естественно, мы потом получим выгоду от этого. Вот что важно. За этот период бюджет, основные параметры, вот какой бюджет у нас? На сегодняшний день у нас бюджет с учетом последних внесений изменений в нашу бюджетную роспись составляет 19,8 миллиардов рублей по доходам. Наши собственные доходы? Из наших, в том числе наши собственные доходы, 12,5 миллиардов. Очень рассчитываем, что и в этом году мы, естественно, сможем и обеспечить и те бюджетные задания, которые поставлены у нас по администрированию доходов, ну и, соответственно, мы на этом не хотим останавливаться. Но дефицит небольшой, по-моему, да? Да, дефицит у нас сегодня небольшой, порядка там 500 миллионов рублей, но наличие дефицита это не говорит о том, что мы подвергаем риску бюджет. Дефицит вполне управляемый, вполне стабильный. Мы ждем обязательно исполнения бюджета с превышением. Ну и, разумеется, с таким же диапазоном, с таким же процентом по росту доходов мы хотим выйти и в обозримом будущем. Не меньше, чем 25%. Это нам будет позволять расти и в бюджетных программах, расти и в инвестиционных направлениях через бюджет. Особо хочу подчеркнуть, что бюджет не должен постоянно осуществлять масштабные инвестиции. Это же бюджет, это же средства налогоплательщиков. Бюджет может показать пример, чтобы потом вовлекались туда
средства инвесторов, средства кредитных организаций. Вот что важно. Ну, бюджет, вот мне трудно дать характеристику этому бюджету, хотя пыталась изучить, честно говоря, вот не профессионал, да. Мне интересно, это бюджет уже, можно сказать, не выживание. Но сказать, что он такой амбициозный, тоже пока рано, да? Это бюджет развития. Ну, можно говорить о развитии? Этот вопрос всегда является предметом обсуждения. Говорить о том, что бюджет развития, либо бюджет социально ориентирован, в каждом бюджете есть и то направление, и это направление. Самое главное, что он не наращивает там военные расходы. Вот. Мы собираемся спокойно развиваться как в экономической, так и в социальной сфере. Естественно, в этом году мероприятия по капитальным вложениям, так называемые расходы на развитие, и будут превышены, ну, или достигнут 1 миллиарда рублей. Это больше, чем в прошлом году, на 15%. Кроме того, естественно, у нас реализуются программы не только в социальных сферах, но и программы реализуются в сфере информационных технологий, в сфере обеспечения сокращения нарушений правил дорожного движения путем установок видеокамер. Да. Кстати, я хочу сказать, что мы точно поняли, вот это каким-то экспериментом в первый год было, да, мы точно поняли, что это дает хороший результат, эффект дает. Водители стали более дисциплинированы. Нехорошо, конечно, когда в бюджет поступает огромное количество, или когда растут доходы от поступления штрафов. Это неправильно. Вот, сама сумма-то растет, как для финансовой части, как для бюджета это хорошо, но с другой стороны, когда начинаешь смотреть, откуда это источник, то это не очень хорошо. Это значит, у нас больше и больше нарушителей становится. Так не должно постоянно происходить. Ну, жизнь заставляет действовать таким образом, понятно. Жизнь заставляет действовать таким образом. Вот я еще хотел бы об особенностях сказать, наверное. Если была бы нормальная дисциплина, вот скажем, да, на дорогах и так далее, государство, вот эти расходы, которые вы сейчас несете, да, по поводу устройства, там, видеонаблюдения и так далее, можно было бы направить абсолютно на другую статью. Но жизнь людей, наверное, дороже всего. Вот поэтому. Безусловно, жизнь, здоровье людей – это самое важное. Аналогичная ситуация, о которой мы говорили по отношению к энергетической отрасли. Если бы уровень собираемости повышался бы теми темпами, которые мы задали для себя, да, вот ожидаем, будем так говорить, то совершенно ситуация была бы энергетический другая. Кризис был бы мягче, может быть. Да, несомненно, это очевидные вещи, да, дефицит был бы, но он проходил бы совсем по-другому. Мы в прошлом году удержали ситуацию, да, и в этом году она стабилизирована, но так риску подвергать, я думаю, такому шоку, в том числе бюджетному, этого, думаю, нельзя. Нам не стоит повторять. В этом году я почему-то все время с ужасом ждала 25-й год, что у нас инвестпрограмма заканчивается, что будет дальше и так далее. Да, завершается программа социально-экономического развития на 22-й и 25-й годы, но недавно, во время пребывания в Абхазии господина Вольвича, замминистра экономического развития Российской Федерации, на рабочих встречах с президентами, с вами, прозвучала информация о новой программе социально-экономического развития на 2026-2030 годы. На мой взгляд, это очень серьезный момент, это очень важно. И поэтому очень хочется спросить, чтобы было больше ясности, можете озвучить главные параметры этой программы? Действительно, программа государственного социально-экономического развития 22-25 в этом году завершается. Я, наверное, прежде всего с этого начну. О таких предварительных итогах. Естественно, конечные итоги мы будем подводить по окончанию текущего года, но говоря о предварительных, уже можно сказать, что там достигнуты заметные
положительные результаты. У нас вырос самый главный показатель валовый внутренний продукт. По итогам 2024 года он приблизился к 90 миллиардам рублей. Это очень хороший показатель, на наш взгляд. Как темп роста, конечно, мы ожидаем намного больше, разумеется, но как темп роста он достаточно успешен, уверен. И мы, соответственно, достигли изменения в росте средней заработной платы по экономике. Естественно, мы получили достаточно хороший показатель по инвестиции в основной капитал. Сегодня уже об этом можно говорить. Вот. По достигнутым договоренностям между руководством Республики Абхазия, между Бадри Зуравовичем Гунба и российскими коллегами, было принято решение о продолжении программы теперь уже на более длительный период, на период с 26 по 30 годы. Причем хочу отметить, что программа строится на новых подходах, на новых критериях. В этой программе для ее утверждения готовятся сначала межведомственные карты по развитию той или иной отрасли либо направления, потом отраслевая программа и в заключении, значит, программа социально-экономического развития на 26-30 годы. Важным аспектом является, что в отличие от действующей программы расширен перечень направлений. Сейчас там уже и транспортная инфраструктура, и энергетика, и туризм, и инвестиционный климат, и кадастр, и налоговое, и таможенное администрирование. Вот важнейшие ключевые позиции, которые будут охвачены в том числе и финансированием. Повторюсь, финансирование будет так же, как и в текущей программе, софинансированием по отдельным направлениям. И очень рассчитываю, я уверен, что реализация этой программы, естественно, приведет к ожидаемым результатам. Вот, мы получим продолжение темпов роста всех экономических показателей, в том числе и в социальной сфере получим. Мы наблюдаем одновременно за ростом бюджета, в том числе и рост поступлений в социальные наши внебюджетные фонды, которые очень активно вносят предложения, и их, естественно, поддерживает и президент, и правительство реализует эту государственную политику в сфере повышения мер социальной поддержки нашим гражданам. Вот, к примеру, фонд социального страхования, пенсионный фонд за последние 4 года 3 раза проиндексировалась доплата за счет средств пенсионного фонда отдельным категориям пенсионеров. Оздоровление и отдых детей очень масштабно поддерживается. Программа по демографии в этом году за счет средств фонда репатриации тоже совместно с Министерством здравоохранения реализуется программы в сфере демографии. Ну и вот такие взаимосвязанные, значит, меры, которые мы предпринимаем, они позволяют точечные вопросы решать точечные вопросы, при этом каждый раз повышая меры государственной поддержки. Да, это немного, это очевидные вещи, что не хватает, но этого не делать нельзя. Где можно увидеть, что обычные простые люди, граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию, обращаются к президенту за оказанием помощи. Где такое? Вот я пример приведу. 2020-2024 более 9 тысяч человек получили материальную помощь. 986 миллионов рублей было потрачено. Почти миллиард рублей. Но это тоже, если так рассматривать с точки зрения инвестиций, то это инвестиции в человека, да, там понятно, цель улучшения сейчас, вернее, решения его проблем, в том числе социальных, но это же ресурс туда пошел, государственный. Или получение медикаментов при отсутствии тоже страховой медицины. Да нет такого нигде в стране. Это вот к нам иногда коллеги приезжают, они удивляются, у вас, говорит, ты встал, пошел и можешь, значит, требовать у государства лекарства на химиотерапию.
за 1 200 000. Формально, просто скажем, очень по дорожил Конституции мы не являемся, не объявили себя социальным государством по Конституции, так я понимаю, но в реальности, в действительности приходится выступать вот в качестве социально ориентированного государства. Конечно, и у Да, нас и насколько бюджет возможно, социально в меру наших ориентирован. возможностей. Да, у нас и бюджет социально ориентирован, и я горжусь, что мы это делаем, хотя вот подсознательно понимаю, что, наверное, так все не должно работать, но с другой стороны, если это у нас получается, Да. то это тоже неплохо. Это тоже хорошо, что мы всей страной бросаемся ликвидировать последствия стихийного бедствия у одного гражданина. Это же консолидация нашего общества. Это же важно, и глава государства, другие руководители, когда едут. Ну, это же забота о конкретном человеке. Специалисты говорят о значительной доле теневой экономики, чуть ли не 50%. Как вы относитесь к таким экспертным оценкам? И если на самом деле вот теневая экономика – это очень значительная доля, тогда как вытащить ее? Какие нужны вот усилия? Теневая экономика под собой подразумевает там, ведение экономической деятельности, ну, прежде всего, в обход общества и государства. Вот. Наверное, это не хороший путь, и, естественно, государство не должно поощрять это. Но вместе с тем, теневая экономика, естественно, как явление, до конца не может исчезнуть. Пока таких примеров нет, но значительно ее сократить можно, и это необходимо сделать. Ну, к примеру, в нашей стране отсутствие контрольно-кассовой техники при расчете наличными, ну, это точно способствует теневой экономике, как минимум теневой экономики и не дай бог там еще чему-нибудь дальше. Вот. Да, и бюджет серьезно недополучает, скорее всего. Разумеется, бюджет серьезно недополучает, и это очень нехороший фактор. Следующий аспект – это у нас, значит, деятельность в сфере недвижимости. Она тоже недостаточно прозрачна у нас. И много-много такого. Ключевым здесь еще и является получение дохода физическим лицам в обход налогообложения. Это тоже занятие деятельностью, не уплачивая налоги. По этим всем направлениям необходимо менять ситуацию. Но ключевым фактором, еще раз повторюсь, является сегодня. Мы активно этим занимаемся, причем я хочу сказать, что мы совсем предметно занялись этим по введению на территории Республики Абхазия при расчете наличными. Посмотрим, в каких сферах деятельности. Там, несомненно, это розничная торговля, там, это оптовая торговля, контрольно-кассовой техники. Жизнь, как говорится, меняется, информационные технологии вносят, соответственно, коррективы и в систему налогообложения, и в систему предпринимательской деятельности. Мы уже стали наблюдать, что многие торгуют, значит, у нас, вернее, приобретают товары на электронных площадках. Вот. Потом при этом поставляя эти товары в Республику Абхазия, если это небольшие партии, то они могут подпадать под режим для собственных нужд, а на самом деле потом может так произойти, что этот товар будет перепродаваться. За всем необходим надзор и контроль. Очень рассчитываю, что мы в этой сфере в обозримом будущем поменяем ситуацию. Так не должно происходить, что мы будем с одной стороны говорить, что мы не можем поднять социальные выплаты нашим гражданам, а с другой стороны мы признаем о том, что из-за отсутствия там, вот, мер регулирования у нас, значит, в государство не поступают средства для достижения этих целей. Это общая задача. Мы не должны от этого отходить. Здесь нужно в том числе информационную работу проводить. И, кстати, хочу сказать по этому поводу, вот при разработке программы социально-экономического развития на 26-30 именно
налоговое администрирование является одним из ключевых аспектов, где будет происходить, значит, существенное реформирование. Ну, последние годы вообще, конечно, намного улучшилось налоговое администрирование, но вы будете продолжать, я так поняла, это направление. Несомненно, этим надо заниматься постоянно. Постоянно надо заниматься, потому что не совершенствуешь налоговую систему, по сути, можно сказать, что ты способствуешь уклонению от уплаты налогов. Ну вот вы меня подвели к следующему вопросу, кстати. Владимир Валерьевич, я слышала разные абсолютно экспертные мнения по поводу наших налогов. Я слышала мнение о том, что наши налоги нормальные, адекватные. Слышала мнение о том, что даже что очень низкие налоги, и в принципе тут можно менять немножко, пересмотреть некоторые налоги в сторону повышения. Я не предлагаю повышать налоги, просто я цитирую, да, вот не мое, одно экспертное мнение. А вот на ваш взгляд, наша текущая налоговая политика, она наиболее оптимальная? Или все-таки можно ее и пересмотреть потихонечку? Ну, несомненно, налоговая политика – это производная от экономической политики, и на мой взгляд, естественно, совершенствованием, улучшением налогообложения заниматься нужно постоянно. Что хотелось бы сказать в отношении действующей системы налогообложения. Да, действительно, она у нас слишком либеральная, сама по себе. Дело в том, что у нас существуют некоторые виды налогов, которые потеряли полностью свою актуальность, не являются рыночными, а вот объекты их налогообложения точно не соответствуют предназначению. Налоговая система должна быть прежде всего прозрачной, предсказуемой и вот последовательной должна быть. Бизнес должен понимать, что он строит свои планы на перспективу, что в обозримом будущем как минимум 3, 4, 5 лет у него не поменяется режим налогообложения. Это очень важно. С другой стороны, по нашей системе налогообложения, мы часто об этом говорили и будем говорить об этом, в том числе, когда формируя самый главный финансовый документ в стране, бюджет, что посредством применения налоговых льгот и преференций государство наше, я не хочу сказать, что теряет, но предоставляет так называемые налоговые кредиты, да, будем так говорить, превышающие 2 миллиарда рублей. Это тоже очень важно. К примеру, только по одному виду налога, такому как налог на добавленную стоимость, это превышает 1,2 миллиарда. То есть оцениваются льготы и преференции в такой объем. Поэтому, понимая, что сами льготы не должны носить индивидуальный характер, не должны быть монопольны к той или иной отрасли, мы сейчас в правительстве активно занимаемся, это Министерство по налогам и сборам, Министерство финансов, Министерство экономики, соответственно, уполномоченные органы по профилю, кто должен, быть занят этим направлением, инвентаризации налоговых льгот и преференций. Потом, соответственно, будем выходить с предложением о их совершенствовании. Вот что я, наверное, скажу. На мой взгляд, льготы не должны быть постоянные. Льгота тоже должна быть временная, и прямо это надо устанавливать в законе. К примеру, сегодня, мы когда говорили об экономической программе, есть она или нет, это все зависит от обстоятельств, от взглядов. То же самое и в налоговой сфере. Если установить льготу, сегодня в стране такие обстоятельства, когда льгота должна быть установлена вот этой отрасли. Но завтра система поменяется, надо, наверное, пересмотреть ее. А если она остается постоянной, то это становится неким фактором, который дает возможность ей пользоваться все время. И государству невыгодно абсолютно. Конечно, совершенно верно, государству невыгодно. Поэтому льгота должна тоже быть срочная, как по времени установить. Надо оценить, насколько она эффективна. И
Льготы нужно предоставлять в тех сферах деятельности, в тех отраслях экономики, которые непосредственно нуждаются в этом. Вот очень слабая собираемость, по моей информации, в части земельного налога, и думаю, что здесь большие резервы, которые сейчас бюджет наш недополучает. Наверное, будете что-то планировать, чтобы поменять ситуацию здесь? Моя мысль в этом смысле заключается, что предоставляя льготы, почему я такие акценты ставлю, потому что там слишком большие, объемы по оценке, которую мы собираем. Льгота должна быть предоставлена, если конкретно говорить, предпринимателям, если они активно занимаются расширением или инвестированием в социальную сферу. Если предприниматель собирается инвестировать в социальную сферу, допустим, здравоохранение, образование, культура, расширяя в том числе и предпринимательскую среду, поддерживая эти направления, да, конечно, государство идет. Это не говорит о том, что государство перекладывает свою ответственность, но это обратная связь. Вот это и есть, как говорится, связь между бизнесом и обществом, чтобы укрепить доверие. Это очень важно. А так, льгота ради льготы не должна существовать. В отношении земельного налога у нас в соответствии с нашей Конституцией и другими законодательными актами земля в нашей стране не продается. Да? Но это говорит о том, что это самый ценный наш ресурс нашего народа, и об этом я уже вначале говорил. Но мы, как страна, за вот этот ресурс установили плату. Причем настолько она минимальная, что привело к тому, что один из самых высоких уровней задолженности по этому виду налога. Наверное, не должно так происходить. Причем, что самое интересное, земельный налог относится к поступлениям в местный бюджет, то есть к территориям, там налоговый потенциал высокий. И вот глава администрации Очимчирского района недавно... А бюджеты все дотационные, да, при этом. Недавно в своем интервью говорила о том, какие они меры предприняли. Перед тем, как предоставлять земли в оборот, да, они сначала взимают плату за землю. Ну, это вот тоже какой-то способ с опережением, да, авансом. Земельный налог, подоходный налог, налог на имущество – это налоговый потенциал районов. Конечно, его надо администрировать тоже хорошо. К этому вопросу надо очень-очень тщательно подойти, говоря о том, что мы создаем комиссию по контрольным мероприятиям за использованием землепользователями земель, в том числе имея в виду и сбор земельного налога. Правительство, любое правительство всегда находится в зоне критики со стороны, скажем, общества или оппозиционных сил, прежде всего, оппозиционных сил. А как вы думаете, по каким вопросам или наиболее уязвимым направлениям оппозиция будет жестко критиковать ваше правительство? Критика – это, естественно, одна из сфер деятельности и оппозиции, и общество, разумеется, должно реагировать на решение правительства любой страны. Но я здесь хочу особо подчеркнуть о том, что она нужна, без нее невозможно. Потому что можно привыкнуть, если ты совершаешь ошибки, то к этому можно привыкнуть. Естественно, она нужна. Но если начинаешь критиковать, да, конструктивный подход тогда в этом должен быть, нужно сделать предложение, как выйти из ситуации, к чему это может привести. Вот к такому прямому конструктивному диалогу, естественно, правительство готово. И оппозиция, и общество может критиковать правительство по любым вопросам. Это очевидные вещи. Мы к этому готовы, только работая в конструктивном диалоге. Да, действительно, может что-то произойти не так, может какое-то решение сегодня не принесет результата, может мы ждем этот эффект в будущем. Но если критикуешь, предложи.
Вот есть такая кусачая тема, которая из года в год, в общем-то, звучит. Всегда любую власть обвиняют в том, что, особенно когда идет обсуждение бюджета, что расходы на содержание государственных органов, государственного аппарата, что они очень большие. Не хочу углубляться в вопрос, потому что это на самом деле тоже большая тема. Просто хочу спросить, планируется ли оптимизация или это сейчас не самая такая узловая тема? На самом деле, и не только при подготовке бюджетов и при их исполнении, всегда обращают внимание на значительный объем средств, направляемых на содержание государственного аппарата. Дело в том, что если структурно посмотреть, то содержание государственного аппарата состоит не в том, чтобы тратить средства бюджета или средства, как мы называем, средства на налогоплательщиков на расходы повышенной комфортности. Если это фонд оплаты труда, я считаю, что фонд оплаты труда должен быть предложен государственному служащему объективный. Мы не можем ему предложить фонд оплаты труда, ну, к примеру, не приближенный к рыночному сегодня. Мы результата никакого не получим, там и решения не будет, соответственно, такого. При подготовке проекта бюджета на очередной финансовый год мы предложим членам правительства внимательно посмотреть по всем расходам и провести оптимизацию расходов не менее чем на 10%. Вот. Предлагаем такой механизм, что расходы, связанные с социальным обеспечением работников, их можно оставить будет, ну а другие расходы, соответственно, необходимо фронтально, значит, сократить. Я так полагаю, что это будет на этом этапе совершенно справедливо и правильно. Мы тем самым можем повлиять на ситуацию с сокращением дефицита, а возможно его ликвидацией, чтобы не прибегать к заимствованию. Во все времена, пока существуют резервные фонды, много критики, есть определенное недоверие и так далее. Да, иногда может быть беспочвенно, иногда возможно, что есть и почва для таких вот рассуждений. Просто о некоторых деталях, но не обо всем. Хочу услышать, и чтобы зрители наши услышали, обычно или преимущественно на решение каких проблем направляются средства, которые накапливаются в этих фондах. Если говорить о структуре резервных фондов и в частности о резервном фонде президента, то резервный фонд президента существует практически во всех странах, где существует президентская власть. Соответственно, и в нашей стране существует резервный фонд президента, существует резервный фонд кабинета министров, существуют резервные фонды центральных органов государственного управления, то есть глав администрации районов и города Сухум. По каждому из этих фондов в нашей стране есть соответствующий нормативный акт о порядке рассмотрения и принятия решений в отношении использования средств резервного фонда. Преимущественно для чего предназначены резервные фонды? Резервные фонды предназначены для финансирования непредвиденных расходов. Расходы, которые не могли быть предусмотрены при формировании бюджета, а их перенос на более поздние периоды уже невозможен. Яркий пример тому, правда, к большому сожалению, стихийные бедствия или пандемия тоже, наверное, да? Да, разумеется, пандемия, ликвидация последствий стихийных бедствий, предупреждение чрезвычайных ситуаций. Это же очевидно, что это не непредвиденная часть расходов. Или расходы, которые предусмотрены в бюджете, но при приближении их к финансированию, их по одним причинам, в том числе связанным с инфляцией или связанным с курсом доллара, не хватает. Вот тогда подключаются резервные фонды. Решение принимается как-то коллегиально, вот, чтобы люди знали, как это вообще происходит. По резервному фонду Кабинета министров хочу я на примере в данном случае сказать. Мы тоже слышали о том, что существует резервный фонд премьер-министра. Но на самом деле резервного фонда премьер-министра не существует.
существует резервный фонд Кабинета министров. Ровно точно так же, как и решение правительства в форме постановления, ровно точно так же принимается каждое решение правительства коллегиально. Все члены правительства рассматривают коллегиально предложение об использовании средств резервного фонда правительства. Вот. Если брать по структуре расходов, чаще всего это оказание материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, это связано с лечением, связано с расходами транспортными до прибытия и убытия в медицинские учреждения, связанные расходы с, к примеру, приведу расход прошлого года. Тоже непредвиденный расход и не предусмотренный был в бюджете. Расход на мероприятия по участию в играх БРИКС. 30 миллионов рублей. На тот момент был полностью задействован резервный фонд Кабинета министров. И эти средства были направлены по назначению и использованы, мы результаты знаем. Президент страны, подписывая распоряжение об использовании средств резервного фонда, он подписывает его на основании решений комиссии, в частности, по оказанию материальной помощи, работает у нас комиссия, и по ликвидации последствий стихийных бедствий, тоже возглавляемым членом правительства. Поэтому хочу сказать, что на протяжении всей моей работы, откровенно говоря, в финансовом ведомстве нашей страны не было решений, когда президент лично принимал решения, и тем более, решение я имею в виду лично, как-то самостоятельно или финансировал самостоятельно, и тем более для личных нужд. Не было такого. Всегда принимается на основании решений. И в отдельных случаях по поручению президента исключительно оказывается материальная помощь. Контрольные органы, если я правильно говорю, да, кто-нибудь из контрольных органов проверяет расходование этих средств тоже, чтобы избежать разговоры о коррупционной составляющей и так далее. Есть такая... Наверное, прежде всего надо сказать о том, что использование средств резервного фонда, разумеется, подлежит публичной огласке. Отчеты об использовании средств как президента, так и Кабинета министров, органов местного управления поступают соответствующие контрольные, надзорные органы. Об использовании средств резервных фондов регулярно поступают в парламент страны с детализацией и полной расшифровкой. Конечно, при проведении контрольно-надзорных мероприятий, в том числе через органы финансового контроля, как Министерство финансов, так и другими контрольными органами, конечно, осуществляются мероприятия за целевым, эффективным использованием этих средств. Спасибо большое. И последний на сегодня вопрос. Чувствительная тема для многих. Вы, кстати, уже немножко затронули вопрос пенсионеров, что отдельным категориям пенсионеров в Абхазии периодически повышают пенсию. Но я веду речь о тех людях, их огромная масса людей, кто получает базовую пенсию. Если я правильный термин употребляю, базовую пенсию. Сейчас в районе 4000 рублей и так далее. Я в целом вроде бы понимаю, от чего зависит повышение пенсии и так далее, но хочу у премьер-министра спросить, прогнозируете ли вы оптимистичную такую информацию для пенсионеров? Что ждет их завтра, послезавтра и так далее в ближайшее время? Сфера социальной политики является важнейшим направлением в работе правительства. Несомненно, усилия, которые мы прилагаем по мобилизации доходов для того, чтобы обеспечивать основные задачи и функции государства, в том числе в пенсионном обеспечении, они остаются важными и ключевыми. Совершенно справедливо вы заметили, что за последние 4 года 3 раза был проиндексирован размер доплат к пенсиям. Несомненно, этого недостаточно, не хватает,
понятно. Дело в том, что когда мы говорили о системе налогообложения, о теневой экономике, меры по выходу из этой ситуации нам обязательно позволят нарастить возможности для быстрой, повышенной индексации размеров пенсий, в том числе и базовой, не только доплат. Но я, наверное, хотел бы особо отметить, у нас 26 июня состоится заседание Кабинета министров, на котором первым вопросом будет стоять очередная индексация размера доплат к пенсиям, и это коснется более 15 тысяч пенсионеров. Размер доплат возрастет на 1000 рублей, и будет применяться, соответственно, с 1 июля 2026 года. Задача у Пенсионного фонда, задача у Министерства социального обеспечения стоит постоянно, очень важная, принимать меры по повышению размера пенсий. Причем в том числе совершенствуя пенсионное законодательство. У нас недавно депутаты парламента приняли закон о персонифицированном учете, который тоже будет способствовать развитию пенсионного обеспечения в нашей стране. И мы к этому обязательно придем. Я, кстати, хочу сказать, и в том числе и через систему информационных технологий, которые мы собираемся по реализации этого закона внедрить в пенсионной системе. Беслан Викторович Халваш очень часто в интервью говорит о том, что если мы будем жестко администрировать налоговые дела, налоговую ситуацию, за несколько лет мы можем достичь бюджета 30 миллиардов рублей, если не ошибаюсь, да. А вот о каком бюджете государственном, о каких размерах, скажем, мечтает наш новый премьер-министр? Новый премьер-министр не понаслышке знает, что такое бюджет. И поэтому я, наверное, скажу не о размерах, а о том, какой темп роста мы хотим увидеть. Темп роста, который задан в предыдущие годы 25+, мы обязательно сохраним его, обязательно, и приложим все усилия, к году, как говорится, все усилия приложим. О каком бюджете можно в этом смысле мечтать? О бюджете, который полностью обеспечивает все потребности государства. Когда принимаются законы, в которых обязательным условием является финансовое и ресурсное, финансовое обеспечение, и на это хватает денег, чтобы не было нефинансируемых мандатов. О бюджете, который приводит только к развитию. Бюджет же сам по себе не самоцель, там государственные средства – это всего лишь инструмент для достижения основных задач и функций государства. Вот что важно. Говорить о том, что бюджет не должен быть дефицитным, наверное, я об этом точно не скажу. Именно дефицитный бюджет настраивает любое правительство на более сконцентрированную работу, чтобы не искать источники финансирования дефицита, а чтобы мобилизовывать доходы для решения важных и важнейших задач в государстве. Время, понимаю, непростое, но, по-моему, для Абхазии непростым время никогда не бывает, да? Но у нас, честно говоря, все равно оптимистичное ожидание, и хочу пожелать вам, правительству, больших и конкретных результатов. И уж очень хотелось бы успешной развязки в самых запутанных и головоломных проблемах, о которых мы говорим каждый год и каждый день. Спасибо вам большое за такое интервью. Благодарю, Елена Шотовна. Спасибо.